Глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов обратился к жителям республики в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Цитата. «Сегодня страна отмечает День воинской славы России, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С момента этих трагических событий прошел 81 год, но воспоминания переживших блокаду никогда не сотрутся из нашей памяти. Фашистская Германия обрекла ленинградцев на медленную голодную смерть. Жителям города пришлось пройти через нечеловеческие испытания, но, несмотря на все тяготы, они проявили невероятную стойкость духа и мужества. В освобождении города участвовали представители многих национальностей. Среди них были и ингуши, воевавшие на Ленинградском фронте и удостоенные наград за оборону Ленинграда. Мы гордимся всеми, кто внес свой вклад в освобождение легендарного города на Неве. Преклоняем головы перед подвигом жителей блокадного Ленинграда. Вечная им слава». Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширен до 116 наименований. В него включили продукты для детей с муковисцидозом от 1 года до 11 лет и для детей с муковисцидозом старше 7 лет. Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными заболеваниями. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который поможет поставить точку в проблеме несанкционированных свалок. Инициативой уточняются полномочия властей в этой сфере. Выявлять свалки в границах населенных пунктов будут муниципалитеты, а за их границами – субъекты России. В процессе также смогут участвовать граждане, общественные объединения и НКО. Также уточняется процедура ликвидации свалки. По общему правилу это должен сделать тот, кто виновен в ее образовании или правообладатель земли. Если свалку не убрали, то за это будут отвечать уже местные или региональные власти в зависимости от того, где она расположена. При этом они вправе требовать возмещения потраченных средств от собственников и загрязнителей. Правительство реализует комплекс мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан. Одной из наиболее востребованных мер является материнский капитал. Его можно направлять в том числе на приобретение жилья или реконструкцию собственного дома. Такой мерой воспользовались уже более 9,5 миллионов семей. В прошлом году президент подписал закон, по которому с марта 2025 года индивидуальное жилищное строительство будет включено в систему эскроу-счетов. Правительством принято решение распространить действие этого механизма и на возведение частных домов с привлечением мат-капитала. В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается не эвакуировать машину при отсутствии у водителя регистрационных документов на нее, за исключением случаев угона авто. Сейчас автомобиль может быть задержан в том числе, если им управляет водитель, не имеющий при себе документов на транспортное средство. При этом отсутствие таких документов при себе при их фактическом существовании на безопасность дорожного движения никак не влияет, отмечается в пояснительной записке. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Разработанную в России онковакцину начнут применять уже в сентябре 2025 года, сообщил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он отметил, что направленный в Минздрав России план дорожной карты окончательно пока не утвержден. Гинзбург отметил, что вакцинировать можно будет пациентов, которые прошли определенные стадии лечения. Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил о начале клинических испытаний новой онколитической вакцины Энтеромикс. Препарат создан на основе энтеровирусов. Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью Telegram. Пользователям Telegram начали поступать сообщения якобы от сервиса поддержки мессенджера. По словам экспертов, псевдоподдержка рассказывает пользователям о том, что поступил запрос на удаление учетной записи в мессенджере, и для отмены запроса надо перейти по ссылке. В противном случае учетная запись якобы будет удалена. Ссылка от поддержки фишинговая. Введя логин и пароль от своего аккаунта, жертва самостоятельно передает доступ к нему злоумышленникам.